Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем, какой вердикт вынес суд экс-начальника управления по чрезвычайным ситуациям Нижнекамска. Суд приговорил к Слободину Константину Петровичу признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации. Его обвиняли в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Покажем, как в кафе один мужчина угрожал пистолетом другому. С вами не собираются разговаривать по этому. А также убийство человека ради $1 000 000 рублей. Ибрагимова пошла в сторону кухни, а потом иногда не пошел. И дальше случилось очень плохое. Денег, как установили следователи, так и не нашли. Это и не только прямо сейчас. Суд вынес приговор бывшему начальнику управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Нижнекамска Константину Слободюку. Судебное заседание переносили 4 раза. Напомним, его обвиняли по 2 статьям Уголовного кодекса: мошенничество и превышение должностных полномочий. Мужчине грозило 4,5 года лишения свободы. Что решил суд, расскажет Айрат Назипов. Оглашение приговора затянулось на 2 часа. В деле несколько эпизодов. Константина Слободюка обвиняли в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. По мнению следствия, он незаконно начислял себе премии и дополнительные зарплаты. Следователи подсчитали, что с 2011 по 2018 год таким образом он присвоил почти 1,5 миллиона рублей. Подсудимому грозило 4,5 года лишения свободы. Суд приговорил к Слободину Константину Петровичу признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации, и назначить ему наказание в виде штрафа в доход государства 50 000 рублей. В итоге суд признал Константина Слободюка виновным в превышении должностных полномочий. По всем другим статьям обвинения оправдал. Слободюк Константина Петровича по обвинению в совершении преступлений, предусмотренного частью 3 статьи 285, часть 3 статьи 159, часть 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации оправдать в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 302 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с отсутствием деяний подсудимым состава преступления. Константин Слободюк после оглашения вердикта заявил, что продолжит работать в сфере, которая является делом всей его жизни. Встретимся на работе. Да. Я не бывший спасатель. Приговор в законную силу пока еще не вступил. У подсудимого из стороны обвинения есть 10 дней, чтобы обжаловать этот вердикт. Айрат Назипов, Светлана Шумкова и Рафаэль Ракипов. Вызов 112. 2 человека пострадали сегодня в Бугульме в результате аварии на перекрестке улицы Международная и Профсоюзная. Там водитель «Лады» 9 модели врезался в опору линии электропередач, а затем его отбросило на многоквартирный дом. Травмы получили 2 пассажира. Водитель отечественной машины был трезв. Обстоятельства произошедшего уточняются. «Хонда» и машина скорой помощи столкнулись вечером на пересечении улиц Островского и Миннулина. Автомобиль медиков ехал на вызов и снес легковушку, которая двигалась на разрешающий сигнал светофора. Ее владелец уверял, что скорая ехала без звуковой сирены, а потому он и выехал на перекресток, не снижая скорости. Вероника Гайнудинова продолжит. Врачи, участники этой аварии, были готовы оказать водителю легковушки помощь на месте, но он сам от нее отказался, серьезных травм не получил. Говорит, что столкнулись машины не по его вине. Колонна стояла налево, а мне прямо надо было. И что дом стоит, я не слышал сирены. А она включена вообще была или нет? Не знаете? Нет. Но у вас музыка была или нет? Не было ничего. Карета скорой помощи ехала на вызов по улице Туфана Миннулина. Легковушка в этот же момент выехала на перекресток со стороны Островского. Удар пришелся в левый бок «Хонды». При попытке понять, чья же в этом вина, водители так и не смогли прийти к единому мнению. Скорую помощь, они часто не включают сирену. Вы считаете, они виноваты или нет? Согласен, но перекресток, хоть сирена, хоть не сирена, перекресток ведь. Тоже надо скорость снизить. Повнимательнее. Была ли включена звуковая сирена и кто виноват в этом происшествии, предстоит разобраться уже автоинспекторам. Вероника Гайнудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. 71-летнюю женщину на пешеходном переходе на улице Беломорская сбил Nissan Альмера. По данным госавтоинспекции, иномарка поворачивала налево со стороны улицы Центрально-Мариупольская. Автомобилю, как и пешеходу, горел зеленый свет. Тем не менее, водитель должен был пропустить человека, идущего по пешеходному переходу, но не сделал этого. Прибывшие на место медики осмотрели пострадавшую. У женщины диагностировали ушиб стопы и отпустили ее домой.
Сегодня Верховный суд Татарстана приступил к допросу свидетелей по делу о жестоком убийстве 72-летней женщины ради $1 миллион рублей. По версии следствия, двое мужчин, узнав, что у пенсионерки может быть крупная сумма наличных, решили завладеть ими, несмотря ни на что. Но, убив женщину и обыскав весь дом, денег так и не нашли. Детали дела и судебного процесса у Нафиса Минязовой. На скамье подсудимых два бывших одноклассника, обоим по 23 года, оба уроженцы Узбекистана. Оба обвиняются в разбойном нападении, причинении тяжкого вреда здоровью и убийстве из-за корыстных побуждений. Как установили следователи, все это в попытке завладеть $1 миллионом рублей, который должен был быть у их знакомой 72-летней пенсионерки после продажи дома в Казахстане. О том, что у потерпевшей дома есть $1 миллион рублей, один из подсудимых узнал от своей знакомой. В этот момент у него появился преступный план, и он решил незаконно обогатиться. Тогда он сообщил об этом своему однокласснику, и они захотели ограбить пенсионерку. По версии следствия, 27 апреля подозреваемые поехали в Пестрецы с единственной целью завладеть этими деньгами. Дверь женщина открыла им сразу, они уже приезжали к ней с ее дочерью. В этот раз попросили налить им воды. Ибрагимова пошла в сторону кухни, потом я за ней пошел. И дальше случилось очень плохое. Но я не хочу об этом говорить, и для меня больно. Но, как рассказал он на допросе, пенсионерку они повалили на пол и стали по очереди наносить ей удары ножом. Всего на теле погибшей обнаружили 6 колото-резанных ранений. Женщина скончалась на месте, и уже после этого ничего не мешало им приступить к поискам денег. Но, обыскав дом, они обнаружили только 10 тысяч рублей, 36 тысяч казахских тенге и $10 США. Всего в общей сложности примерно 17 тысяч рублей. Подозреваемых позже задержали. Илхом Ахметов вину не признал совсем. Олег Искандаров признал частично. Ходатайство о представлении дополнительных рисков тела по делам. Сегодня слушание дела перенесли. На следующем процессе планируют приступить к судебным прениям. Нафиса Минязова, Наиля Абдуллин. Вызов 112. Выпили, поссорились. Один из мужчин достал пистолет и поднес его к виску другого. Эта история осталась бы неизвестной, если бы не произошла в одном из кафе Нижнекамска прямо перед камерой видеонаблюдения. Нетрезвого мужчину быстро разоружили сотрудники частного охранного агентства. Подробности расскажет Айгуль Бадрудинова. Записи камер видеонаблюдения. За столом кафе в Нижнекамске сидят двое мужчин. Вдруг один из них резко встает, достает пистолет и подносит его к виску приятеля. Остановился вовремя. Выстрел не прозвучал. С вами не собираются разговаривать по этому поводу. Персонал кафе рассказывать подробности не спешит. И что стало причиной конфликта, непонятно. Трезвого мужчину задержали сотрудники группы быстрого реагирования охранного предприятия. Пистолет изъяли. Выяснилось, что это охолощенное оружие, не способное больше стрелять боевыми патронами. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Она предусматривает до 7 лет лишения свободы. Айгуль Бадрудинова, Александр Халин, Рафаэль Ракипов. Вызов 112. 100 тысяч рублей лишилась жительница Бугульмы, поверив, что с ее карты пытались снять деньги и доверившись якобы службе безопасности банка. Кроме того, что она лишилась собственных средств, на ее имя мошенники еще взяли кредит. Подробности у Юлии Гоголевой. Несколько раз мне звонили, я все скидывал номер. Потому что московский номер, знаешь, что и скидываю. А тут кто меня заставил прямо именно взять. 58-летняя женщина говорит, что знала, как действуют мошенники, но все равно попалась на их удочку. Ей позвонили на мобильный телефон. Мужской голос представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее счета пытаются списать деньги. Женщина испугалась, поверила и сообщила все данные, которые ее просили назвать. Код на обратной стороне, банковские коды подтверждения операции, которые ей приходили в смс-ках. О том, что списание денег она таким образом не отменила, а скорее наоборот, женщина поняла позже. Сначала кредит взял 88 тысяч, а потом я их спокойно сама перекинула им. И еще плюс свои деньги. Все забрали. Сначала она узнала о кредите на ее имя, который ушел неизвестным людям. Потом с карты исчезли 100 тысяч рублей. После того, как ей стали поступать СМС-сообщения о списании денежных средств, она поняла, что звонили мошенники. Лишившись средств, женщина написала заявление в полицию. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество». Сейчас полицейские ищут подозреваемого. Юлия Гоголева, Нафиса Минязова, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.